Таджики покоряют мир. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, кто удивил самого Путина. Это не шутки. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Узбекский боец Зарух Адашев, попавший в UFC, оказался этническим таджиком из Самарканда. Напомним, что это первый таджикский узбекский боец, который попал в UFC. Полгода назад Зарух Адашев дебютировал бойцом UFC. В своем первом бою он истощил организм экстремальной весогонкой и проиграл нокаутом Тайсону Нему. Но уже 20 января этого года он снова вернулся, но опять проиграл. Тем не менее, его считают очень перспективным бойцом. О своей национальности Адашев говорит открыто: «Я таджик, но за свою страну жизнь отдам», неоднократно заявлял Адашев. Зарух Адашев заявляет, что в детстве жил скромно, родители говорили с ним только на таджикском, но поскольку тот вырос в Узбекистане, он должен поднимать флаг именно этой страны, и добавляет, что в Таджикистане тоже есть достойные братья-бойцы. Борец призывает поклонников из Таджикистана и Узбекистана, которые следят за ним, не делить его и не обижаться, если кому-то не угодил, ведь он тот, кто он есть, и делает все по-честному. Известно, что узбекский боец 5 лет занимался рукопашным боем, а в 19 лет переехал в Америку, чтобы заниматься профессиональным боксом, $2000 в кармане. Но несмотря на это, за свою спортивную карьеру Зарух Адашев уже дрался в кикбоксерской лиге Glory и ММА и даже одержал 3 победы в Беллатор. А вот до всего этого Зарух работал в США грузчиком, таксистом, дрался на состязаниях бесплатно, а сейчас планы у спортсмена большие. «Теперь у меня контракт с UFC, и я хочу взять этот пояс», заявляет спортсмен. Ассаламу алейкум, Зарух, тебе большой удачи желаем, иншаллах, только с победой. Как вам настрой спортсмена? Будете ли вы его поддерживать? Возможно, он будет следующим Хабибом Нурмагомедовым. Как вы считаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Также в Москве прошел первый в 2021 году турнир «Колизей. Битва чемпионов», в котором приняли участие большое количество спортсменов из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Самым ярким и стремительным стал поединок между Салехом Хасановым из Таджикистана и Александром Баталовым из России. Бой тяжеловесов завершился спустя несколько секунд. Хасанов поудобнее перехватил российского борца, закинул его себе на плечо и с размаху обрушил на октагон. И вот уже меньше чем через минуту от начала матча таджикский боец придушил россиянина, одержав уверенную победу. Как известно, Владимир Путин фанат таких видов спорта и всегда следит за их развитием. И он уже успел отметить, что таджикские бойцы его очень сильно удивили своей упорностью и то, как они ловко ведут себя на ринге. Это ли не самая высокая оценка? Как вы считаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У вас уже есть бойцы готовые, которые собрать там любую публику. У вас очень много болельщиков на государственном уровне поддерживает. И так что мы очень скоро выйдем на них и сделаем там турнир. Я думаю, что в следующем году как минимум один турнир нам бы хотелось бы сделать в Душанбе. На этом у нас пока все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!